350 тысяч рублей и 6-8 месяцев. При этом не жить, не знать государственный язык не потребуется. На таких условиях российская компания Open the World предлагает получить кыргызский паспорт. Рекламу компания запустила в соцсетях. Редакция Fact Check KG решила выяснить, каким образом получают кыргызский паспорт граждане России. Компания Open the World предлагает помощь не только в получении гражданства Кыргызстана, но также Болгарии и Аргентины. Однако среди них самым доступным является гражданство Кыргызстана. По данным компании, гражданство можно получить через официальную программу, поскольку между Россией и Кыргызстаном действует соглашение, позволяющее любому гражданину России получить паспорт республики и наоборот. Таким образом, россияне могут иметь двойное гражданство. То есть, если вы или ваши предки родились на территории СССР и проживали на территории СССР, либо на территории Кыргызстана, то, соответственно, вы можете подавать документы на получение кыргызского паспорта. По словам представительницы компании, сама процедура получения паспорта состоит из 3 этапов. Сбор документов согласно перечню, визит в Кыргызстан на 2-3 рабочих дня и подача заявки на гражданство. Получение паспорта спустя 6-9 месяцев. Также можно получить паспорт в ускоренном виде в течение 1-2 месяцев. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, мы связались с компанией в качестве клиента. Нас уверили, что никаких серых схем нет и все законно. Менеджер Кирилл уточнил, что весь процесс займет не 6-9 месяцев, как указано на сайте компании, а немного дольше – 9-18 месяцев. Также, по его словам, можно ускорить процедуру, но в таком случае стоимость удваивается и составит уже 700 тысяч рублей. Единственное условие для получения кыргызского гражданства – рождение до конца 1991 года, то есть до развала Советского Союза. При этом не требуется проживание на территории страны. И все же получить договор для ознакомления нам не удалось. Сослались на то, что их компания – лидер рынка и их штурмуют конкуренты. А вот сумму предоплаты озвучили – $200 на момент сбора документов. Остальное, то есть $4400 во время подачи документов. Действительно, согласно закону о гражданстве Кыргызской республики, имеется упрощенный порядок приемов гражданства для родившихся в Киргизской ССР, а также для тех, кто имеет хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Кыргызстана и проживающего на территории Кыргызской республики. Однако претенденты на получение гражданства в упрощенном порядке должны прожить на территории Кыргызстана до 1 года. Все остальные получают гражданство в общем порядке, для чего все-таки нужно прожить в стране последние 5 лет, владеть языком и иметь средства к существованию. Сократить срок до 3 можно при высоких достижениях в области науки, техники, культуры или владея профессией либо квалификацией, востребованной в Кыргызстане, ну или инвестировать в приоритетные отрасли экономики. Россиян, желающих получить кыргызское гражданство, стало гораздо больше с началом войны в Украине и объявленной мобилизации в России. Если в 2021 году регистрацию прошли 160 тысяч россиян, в 2022 уже 192 тысячи. При этом у кого только не находили кыргызский паспорт. Это и расстрелянные в Турции Айеркен Саймаити и 2 подозреваемых в его убийстве. Террорист, который устроил взрыв в Киеве в 2019 году, и 98 китайцев, которых задержали в Турции. Во всех случаях паспорта были поддельными. Граждане Китая, к примеру, каждый документ покупали за 2500 евро. Ну и вывод. Сегодня их 2. Чтобы получить гражданство, все-таки нужно прожить в стране до 1 года, а значит, эти паспорта выдаются незаконно. Но, судя по гарантиям, выдающие их фирмы, они настоящие.